Расскажи вот по нашей якутской традиции. Ну, мой дедушка и отец, они всегда говорили, будь честным, будь справедливым. А в кого ты такой деятельный? Ну, я думаю, что в дедушку, его тоже зовут Степанов Иван Васильевич. Второй Иван Васильевич, да, в 1989 году еще они ставили вопрос создания купольного поселения. Благодаря брейкдансу, своему увлечению, своему делу, я проявился в первый раз, наверное. Ты отец 4 детей, многодетный отец. Я себя время от времени ловлю на мысли, что чрезмерно я увлечен разными направлениями деятельности, разными проектами, и меня не хватает на все. На камеру можно говорить об успехе все время, там, вот, все хорошо, все классно, там, вот. А я не скажу, что прям все сейчас вот, прям все идеально, да. Я доверяю тому, что происходит, и признаю, воспринимаю это как естественный процесс. Иван Степанов, программный директор «Точки кипения» в городе Якутске. Окончил Якутский государственный университет по специальности юрист. Национальный исследовательский университет Высшую школу экономики, магистр публичной политики, а также дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, магистр международных отношений. Иван – один из основателей брейк-данс-команды «Якутск». В 2020 году организовал сообщество брейкеров Якутии. В 2018 году создал автономную некоммерческую организацию по поддержке стратегических инициатив индустрии будущего, которая управляет федеральным проектом «Пространство коллективной работы. Точка кипения. Якутск». Иван, добрый день. Да, здравствуйте. Видим, следим, смотрим, постоянно в разъездах, очень много двигаешься, столько в тебе энергии, то с утра на пробежке, то потом на следующий день в другом городе, прям активная жизнь. Как ты все успеваешь? Само по себе так складывается, что в силу своих каких-то жизненных активностей, своих каких-то устремлений я оказываюсь в один день здесь, в другой день там. Но, возможно, так кажется, я не всегда прям бывает, не всегда так, что постоянно в движении. Я сам предпочитаю, когда более умеренно, спокойно. Вот. Но иногда, да, бывают периоды, когда приходится из одного города в другой, либо там из деревни в город большой, да, внезапно. Вот. Ну, само по себе. Занимался общественными делами, но так и есть, да? Ты одним из первых, да, вот яркий представитель молодежи, который организовал общественную организацию Якут Breaker City. По этой организации до сих пор тебя вспоминает. Потом вот по новаторству ты очень много делаешь. Форум новаторства с 2014 года, по-моему, тоже, да? Все это организовал, проводишь, вот именно собираешь комьюнити, потом микрополисы, тоже создание, да, вот очень много каких-то новаторских идей, очень много нового, постоянно, вот, как я уже сказала, в движении находишься. Но мало кто знает, откуда ты родом, из какой ты семьи. Расскажи вот по нашей якутской традиции. Вообще у меня из разных улусов, районов нашей республики, да, родителей. По линии отца это Венебутантайский район, да. Там, если еще глубже, то нынче Кобяйский, а раньше тоже относился к Верхоянскому району, там Сябянкюль, да. Вот. Также еще говорят, что там где-то вот из Вилюйской стороны тоже пришли, да. А по линии матери это Мегино-Кангаласский и Усть-Алданский районы. Бывает там, чаще вот ближние районы, да, в Заречье. Свое детство я провел больше всего в селе Мая, Мегино-Кангаласского района, у бабушки. Мы постоянно выезжали, наверное, у всех так было, да, по молодости. Школьные годы, детство, там, выезжаем к бабушке, к дедушке, отдыхаем, там, время проводим с родственниками. А в Усть-Алданске тоже, там у нас такие прям большие очень
ну, встречи, празднования различные бывали, да, и я это очень с душой вспоминаю. Вот. Я очень люблю собираться с людьми, будь то это родственники, будь то это люди близкие по духу, по интересам, по работе и вот так. Северные края, да, скажем, вот Венебо-Тантайский, я вообще за свою жизнь, наверное, 5 раз был. Вот. И там уникальная природа, и люди сами по себе другие. Да? Вот, темп жизни другой, мировосприятие другое. Поэтому во мне, наверное, много, и как и у многих людей, да, там, как бы, пути, истории, как говорится, наши корни, они вот, как бы идут далеко вглубь. И даже мы можем не осознавать, что было там за 10-м поколением, да, откуда многие, как бы идут корни. Но тем не менее... А ты изучаешь свой род? Да, мы родословную делаем. Я сам участвую в создании родословной по линии отца и матери отца, да, то есть бабушки. А по линии матери, моей матери, то там тоже определенные тоже работы проделаны. Вот, и сам я осознанно, точнее даже, может, меня пригласили, сказали: Ваня, давай-ка вот есть такая задача. Надо приложить руку. Да. Вот, как-то так. Если вот так говорить про ближний такой ареал моих корней, да. А в кого ты такой деятельный? Я думаю, что в дедушку. Его тоже зовут Степанов Иван Васильевич. Я второй Иван Васильевич, да, Степанов. И дедушка мой был человек тоже активный, видный, первый глава Венебо-Тантайского национального улуса. И я был очень удивлен и рад одновременно узнать, что в былые годы, в 1989 году еще, они ставили вопрос создания купольного поселения на территории этого нового района Улуса. С 2008 года я стал как-то для себя давать понимание, что для развития и вообще сохранения традиций, культуры, быта вообще коренных народов, да, не только КМНС, вообще вот тех народов, которые в современном мире, в современной цивилизации, скажем так, в какой-то степени они ассимилируются, вот, да, и что-то уходит, теряется, молодежь меньше интересуется там, да, в плане культуры, языка, традиций и так далее, что нужно создать некий такой масштабный культурный проект, и тогда я думал, что это нужно делать, хорошо бы сделать с ЮНЕСКО, это был 2008 год, и это предполагалось тоже отдельная территория, здесь, в Якутии, недалеко от Якутска, где вот как раз-таки очень будет такая культурная составляющая, среда такая культурная. И постепенно это все стало развиваться, эти мысли и так далее. Сейчас это микрополис, да, много времени прошло, как бы, да. А проект деда? Про дедушку я сейчас скажу. Я узнал об этом от своей сестры бабушки, Веры Серафимовны, что вот мой дедушка тоже подобную какую-то деятельность вел, и это было где-то в 2014-2015 году. После того, как я начал всем этим сам заниматься, увлекаться в какой-то степени. Вот, собственно, я продолжаю, и это было не так, что вот я узнал, что дедушка занимался, я буду заниматься, да, само по себе. У него какая идея была? Купол над поселком. Сейчас. В общем, не сам Батагай-Лыта сокрыт, да, а один из 3 сел. Вот. И в те годы, оказывается, вот эта идея, она очень сильно распространилась по миру в целом. И тогда уже думали о таких прогрессивных таких вещах, да, проектах. Это мы сейчас называем проектами, а тогда это жизненно важные какие-то такие нововведения хотели привносить в советские годы. Вот. Так. И на чем это, почему остановилось это дело деда? Даже сейчас же не могут построить, да.
То есть попытки, есть идеи, есть концепции, люди пробуют, об этом много говорили, сейчас в меньшей степени. Сложно технически и технологически воссоздать в таких климатических условиях такой, среду, купол, когда закрывается населенный пункт, то есть место, где люди живут, хозяйствуют, у них есть жилье, оно создает тепло и так далее, да, то есть это представьте, и купол, он должен быть прозрачным, а еще весь пар, который выходит, и это все как-то может затмевать, и это не очень правильно и комфортно будет для жизни людей. Поэтому я думаю, что я специально не изучал причины, почему это не продолжилось и не реализовалось. Но мои предположения такие. И научные исследования были, СЛФУ, и наш известный якутский бизнесмен-предприниматель Арсен Томский, они провели со своей компанией Синет-Парк, они проводили исследования, многие об этом знают, и решили, что дальше не стоит продолжать. Такие дела. Это эта история была, да? Дом под куполом как раз? Да. Это было тестовый? Да, я приезжал туда посмотреть как раз во время проведения одного из форумов новаторства, это был, по-моему, 5-й форум в 2019 году, когда у нас были дружественные отношения, в том числе европейскими странами, и как раз был архитектор, урбанист из города Эйнховен, Нидерланды, Кейс Донкерс зовут его. Он уже на тот момент в России очень много приезжал на Питерский международный экономический форум. Я уже ранее познакомился, когда был в Эйнховене, тоже к нему в гости ходил, мы знакомы уже были, мы его привезли в Якутск, а он учился у того человека, у того архитектора, который в 50-х годах, если не ошибаюсь, он предложил создание таких куполов, и большие купола, купольные здания и так далее. И мы вместе с ним поехали как раз экспериментальный дом под куполом. Посмотреть, да, и я воочию увидел, что это, есть определенные такие нюансы, это не те ощущения, не та среда, когда ты выходишь из частного дома, и у тебя солнце, воздух, и это пространство, ощущение свободы в этом пространстве. Поэтому, если кто-то попробует создать подобное поселение под куполом, то интересно будет посмотреть. Но я еще не видел, чтобы в мире так закрывали поселение. Разве что в одном из мультфильмов. Какой ценный совет тебе дали твои предки, твой дед, как раз-таки новатор, оказывается, да? Твоя бабушка, которой ты проводил свое детство? Мой дедушка и отец, они всегда говорили: будь честным, быть справедливым. И в таком каком-то ключе, да, я рос. И, в принципе, для меня в жизни они являются важными постулатами при моей работе, деятельности. И в школе это проявлялось, и в студенчестве, и сейчас во взрослой жизни, да. А что касается, допустим, со стороны бабушки, наши бабушки же, они все нас так любят. Не скажу, что прям как-то они наставления там такие делали, они своей любовью, своим отношением к внукам, они все равно нас развивают. И я скажу, что что со стороны отца, со стороны бабушки, они все люди, из интеллектуальной такой профессии, они и учителя, и очень много книг читали, читали, сейчас не скажу, что прям читают. И у бабушки моей, Любовь Ивановны Кривогорницыной, мама моей мамы, да, в деревне библиотека частная была, своя, большая. Большая очень комната. И это все, что они проявляли через свою жизнедеятельность, мне кажется, это тоже повлияло. Я человек, который много интеллектуально тоже работающий, но при этом, как уже отметили, брейк-данс тоже стала частью моей жизни настолько, что я все время в движении.
Благодаря брейкдансу, своему увлечению, своему делу, я проявился в первый раз, наверное, да, в нашей республике, в обществе. И в то время, когда я был молод, я не скажу, что я сейчас старый человек, да, но еще моложе, там мне было, были школьные годы, я начал увлекаться. И любой молодой человек, что парень, что девушка, когда находят что-то свое интересное, они увлекаются, и это всегда хорошо, да. И это возможность для самовыражения, самореализации, саморазвития. А вот что касается новаторства, даже опыт твоего деда показывает, что очень сложно раскачать людей, сложно на своей энергии все это организовать, внедрить, да, и как люди, общественность относится к новаторству, как ты заинтересовываешь и привлекаешь других, да? Да. Находить единомышленников — это дело такое, да, не всегда просто. Сложнее, когда нужно это в длительном промежутке времени вместе что-то делать, да. Вначале это всегда люди могут загореться, зарядиться. Вообще, я хочу сказать следующее, да, вот что я думаю. Наше общество, оно вполне консервативно. Когда инициируешь что-то новое, абсолютно новое, либо что-то улучшающее, меняющее, не всегда там люди с распростертыми руками встречают. Люди, конечно, хотят. Вот есть та часть людей, которые понимают, что это нужно, и они включаются, и они поддерживают. А есть те, которые, в силу там определенных, не знаю, там жизненных обстоятельств или там опыта, мы же с разными поколениями работаем, да, и не всегда воспринимают. Или недостаточно внимания уделяют и для того, чтобы понять, зачем это нужно и так далее. Ты отец 4 детей, многодетный отец. Как ты их воспитываешь? Вот тебя воспитывали в заботе, в поддержке твоих идей, деятельности, да? Были живые примеры. Да, безусловно, ты живой пример для своих детей, но уделяешь ли ты им время и как ты с ними коммуницируешь? Прям так, чтобы прям я был таким отцом, который все время там с детьми. Включенный, да. Я не скажу, что я такой, да. Я себя время от времени ловлю на мысли, что чрезмерно я увлечен разными направлениями деятельности, разными проектами, и меня не хватает на все моего времени, и стараюсь по мере возможности проводить время, да. И у меня уже там сын уже большой, там, дочь тоже большая, еще есть 2 дочери маленькие, и иногда их собираю, иногда мы ходим там разные мероприятия бывают, да, там где-то встретимся. Часто вижусь со своей старшей дочерью там, на тех же мероприятиях, в которых я сам участвую, да. Она как волонтер или там где-то в оргкомитете там бывает, либо там где-то просто тоже посетит это мероприятие. С сыном вижусь, и да, мы там имеем определенные общие интересы, там, что машины, там, да, что там, по деятельности, которая бы могла, реализация разных бизнес-идей, да, тоже обсуждаем. Очень хочу, чтобы он тоже в этом направлении реализовался. Очень важно, чтобы молодые люди в нашей стране занимались предпринимательством, и причем были в этом успешны. И в нашей стране недостаточно, да, тех людей, которые создавали тот или иной продукт, который мы можем использовать в нашей повседневной жизни. Вот. И если в стране будет больше 10% предпринимателей, там 10-12, то мы можем говорить о том, что действительно креативная экономика, она есть. А если меньше, сейчас порядка 2-3% в нашей стране, это говорят эксперты российского уровня, да,
то экономика у нас более классическая, традиционная, ресурсная и так далее. А сейчас время таковое, что вот креативная индустрия, инновации, там, знания, образование, вот то, что человек своими руками и своей головой, своими мозгами может воссоздать и это сделать таким ценным для общества, именно как ценный продукт, то это вот это успех, да. Поэтому я со своими детьми в этом плане тоже работаю, да, так или иначе. Каждый человек находится в поиске ответов, смыслов. В каком поиске ты сейчас находишься? Очень хороший вопрос и актуальный, да? В поиске того пути, как бы путь он есть, но тем не менее в этом пути как-то обрести еще больше себя. Как бы с каждым разом человек, с определенным через определенный период времени, обычно это 5 лет, как я наблюдаю, человек как-то вот перерождается, меняется его мировоззрение, меняется отношение к жизни, и то, что человек как бы когда-то задумал или там как-то что-то пожелал, скажем так, как-то глобально и философски, это не так, что вот там материально, да, что-то пожелал, а именно как-то вот хочется жить, хочется там еще там реализоваться, что-то сделать, да. Вот здесь я в поиске того более комфортного, при этом эффективного образа жизни, когда та деятельность, которую я веду как человек, она была еще эффективнее, и чтобы была в этом гармония, чтобы не переборщить в плане работы, потому что сейчас время такое, что действительно происходит перегорание, переусердствование, и я испытываю это. Да, сейчас такое время, когда непросто. Конечно, как бы на камеру можно говорить об успехе все время, там вот все хорошо, все классно, там вот. А я не скажу, что прям все сейчас вот прям все идеально, да. Вот, поэтому нужно быть честным самому себе, понимать, анализировать, и это на самом деле сложно, когда когнитивная сторона твоей жизни, она преобладает, и ты пытаешься путем умозаключений решить, как дальше двигаться. Но жизнь сама покажет, надо довериться, и я так и делаю, и надо чувствовать, к чему ведет твоя жизнь, те события, которые происходят, да, и люди, которые приходят, с которыми встречаешься на своем пути. Нет чувства, что что-то упускаешь? Чувство того, что упускаю. Конечно, я думаю, что можно было бы еще быстрее, лучше, эффективнее что-то сделать. Но погоня за всем вот этим, оно как бы не всегда есть хорошо. Вот. Я доверяю тому, что происходит, и признаю, как бы воспринимаю это как естественный процесс. Вот. Тот же мое увлечение по брейк-дансу, то, что я работал в Федеральном министерстве экономического развития, это две вообще разные стороны, да. И то, что я стал заниматься инновациями, новаторством, микрополисом, это в какой-то степени это судьба, это так должно быть. Я отношу себя к той категории людей, которые верят во что-то такое, скрытое, невидное, невидимое, и где есть определенный замысел, смыслы и так далее. Поэтому, наверное, нормально. На самом деле нормально. Да, очень много замыслов. Я не знаю, что будет через год. Буду ли я в республике, или я буду где-то за ее пределами. Я не могу сказать, да. Но есть определенное видение, понимание того, что нужно дальше расти, развиваться, реализовывать свои проекты, да, в том числе Микрополис. И нет ограничений, что Микрополис должен был быть только в Якутии, и в России, и по миру. Мы над этим работаем. Спасибо, Иван, за интервью. Люди, которые встречаются, действительно поддерживают тебя, считывают твое желание действительно привнести в общество что-то нужное, полезное, и чтобы ты нашел тот самый действительно путь,
который ты ищешь и который, на котором ты будешь не один, да, а с теми единомышленниками, которые тебя окружают и будут окружать. Спасибо, благодарю.